Неотложная помощь. В этой короткой фразе порой заключается целая жизнь. Продуктивно использовать бесценные минуты специалистам помогает современное оборудование. Именно такое установлено в реанимобиле, пополнившем автопарк Республиканского перинатального центра. Спецтранспорт оснащен с учетом пожеланий медиков. Эксклюзивный заказ выполнен по просьбе Махмуда Али Калиматова, известным бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Слова благодарности за многомиллионный подарок от персонала медучреждения руководителю субъекта и меценату переадресует моя коллега Марина Баркинхоева. Предыстория этого знаменательного для перинатального центра события такова. Старый реанимобиль приобрели в 2017 году. Для оказания высококачественной помощи его оснащение было недостаточным. За 5 лет оборудование значительно износились. Необходимость замены была озвучена при посещении учреждения главой Ингушетии в начале года. Коллектив поделился сложностями и озвучил свои пожелания. Махмуд Али Калиматов обратился к меценату Михаилу Гуцериеву, и вскоре представители благотворительного фонда «Софмар» выразили готовность помочь и связались с руководством перинатального центра. Выбор пал именно на этот реанимобиль, потому что по комплектации он приспособлен для перевозки тяжелых недоношенных детей с массой тела, с низкой массой тела. Здесь в этом реанимобиле есть все для поддержки витальных функций, для жизнеобеспечения маленьких недоношенных детей с различными проблемами со здоровьем. От лица всего перинатального центра сотрудников, особенно сотрудников детской службы, хотел бы поблагодарить фонд «Софмар» и лично Михаила Сафарбековича Гуцериева за участие такое в жизни республики, в жизни нашего перинатального центра и за такую поддержку. Как отмечают сотрудники перинатального центра, этот во всех отношениях дорогой подарок играет огромное значение в спасении маленьких пациентов. Он позволит улучшить сервис неотложной помощи, ведь порой сама транспортировка пациентов бывает довольно сложной, и автомобиль должен быть высокого качества во избежание любых рисков. При выборе автомобиля учтены все пожелания реаниматологов. Медики хотели именно реанимобиль марки Ford, он надежный, мягкий. И попросили изменить комплектацию машины, дополнить необходимым оборудованием. Стоимость машины более 16 миллионов рублей. Он обеспечен, как мы все видим, очень большим количеством техники, большим количеством расходного материала. Здесь вот самое главное — это сердцевина, так скажем, нашей всей работы, это кювес. Это инкубатор, простым народным языком называется. Он обеспечивает необходимые параметры температуры и влажности внутри кювеза для того, чтобы недоношенный ребенок, который не умеет еще поддерживать эти функции самостоятельно, ехал, выполнял транспортировку его с максимальным комфортом для самого этого ребенка. Это аппарат вентиляции, он переносной, вот видите, вот здесь ремень, он помогает реаниматологу взять его уже самостоятельно с собой. Здесь мы видим кислородный баллон. И все это в комплексе дает нам тоже полный объем вентиляции, то есть нам не нужно спешить, торопиться куда-то, мы можем абсолютно спокойно наладить все наши дела для того, чтобы в дорогу ехать уже уверенными, что ребенок куда едет у нас с максимально возможным комфортом, то есть со всей необходимой помощью. Реанимобиль оснащен и аппаратом ИВЛ, который позволяет соблюдать все требования по режимам, подбирать максимально комфортные для пациента параметры. Без преувеличения можно сказать, что эта спецмашина представляет большую ценность не только для перинатального центра, но и для республики в целом. Мне хотелось бы в общем очень поблагодарить Михаила Гуцериева, фонд «Софмар», благодаря которому у нас появился такой прекрасный реанимобиль. Вся вот эта техника, она стоит очень много денег. И, конечно же, большая благодарность и от меня, и от всего нашего перинатального центра, всей нашей службы. И самое главное, от родителей детей, которые будут в дальнейшем, я уверен, с максимально возможной комфортностью, оказанием помощи транспортироваться этим прекрасным автомобилем до Саадулцина. Марина Баркинхоева, Малсик Игиев, Мадина Марзиева, Вести, Ингушетия.